Чукелева Лилия Ивановна. Мне 95 лет. Скоро будет. Под Новый год будет 96. 30 декабря. Волонтеры очень даже нужны. Потому что иначе, вот я 3 года сижу дома, не выходила из дома никуда. Я даже на балкон выйти не могу. В банк идти не могут. Кого вызывать? Каждый раз такси не вызовешь. Да если и такси вызовешь, кто тебя туда поднимет? Вот так вот. Роман сколько мучается со мной, сколько ходит, столько мучается. Поднимает, спускает. Это же ужас один. Я вот каждый раз просто я жалею, не знаю как. Это без волонтеров невозможно. Никуда не попадешь, ни к врачам, ни в магазин. В магазин и то пришлось с коляской, а иначе никак. Тем более, если у человека нет никого родственников, никаких помощников нету. Мне дочка позвонила, что придут ребята и будут тебя выгуливать. Я обрадовалась, а потом они пришли, все. Мы ходили к Вечному огню, потом прогуливались гуляли около фонтана. Здесь вот по этой дорожке здесь гуляли тоже. Меня зовут Роман, моя фамилия Кухаренко. Я являюсь волонтером Общероссийского народного фронта и общероссийской же акции «Мы вместе». Конкретно с Лилией Ивановной я познакомился через ресурсный центр добровольчества. По всей видимости, к ним поступила заявка, и они отреагировали на этот запрос, соответственно, направили меня туда. Еще Эйнштейн сказал, вообще, к примеру, что имеет смысл жизнь только та, которая прожита для других. И я думаю, сейчас это как никогда востребовано и актуально в современном, динамичном и проблемном обществе. Несмотря на то, что добровольчество у нас появилось не сегодня, не вчера, не в прошлом году, именно 2020 год борьбы с пандемией, продемонстрировал нам ярко то, как сильно нуждаются люди, особенно с определенной категорией, да, с определенным статусом в посторонней помощи. Люди оказались в социальной изоляции. И именно волонтеры как раз-таки могут помочь решить эту проблему. И сегодняшний пример тому подтверждение, что волонтерить совсем не сложно, помогать чужим людям. Это очень просто, и каждый день можно это делать, несмотря на какие-то свои заботы и препятствия.